вечер. У нас сегодня в гостях Савер Молдокулов, экс-председатель Счетной палаты и экс-министр, да? Вы недавно написали книгу «Записки экономиста». Очень большая, очень много записок здесь. Вот. О чем книга и где ее можно приобрести? И какая экономика, какие проблемы экономики здесь затронуты? Ну, книга о себе любимом, конечно, в первую очередь. Записки экономиста. Вы знаете, это как-то немножко стихийно, может быть, получилось. Было немного времени, это еще года 2 назад. Я написал просто воспоминания для внутреннего потребления, для друзей, для себя, да? для родственников, для детей, можно сказать. Потому что большую часть чиновничьей жизни они меня мало видели. Только приходил ночевать, так сказать, пообедать, может быть. Вот. И на самом деле не знали, чем я занимаюсь целыми днями. Выходные тоже иногда. И вот хотелось немножко оставить. Отчет перед семьей, вот да, чем я занимался. В какой-то мере, да. Вот. Но потом по ходу, конечно, появлялись какие-то мысли, идеи, невольно, так сказать, о работе. Вот, и все это там вылилось в книжку. Но это не значит, что все это обо мне, конечно. Там как бы 4 условных раздела есть. Первый вот это, собственно, моя жизнь, карьера. Второе, наверное, это статьи, журналы, интервью разных лет, ну, на экономические темы. Третий блок по коррупции. Я работал в одном из проектов Всемирного банка в качестве советника Министерства экономики. И ряд нормативных документов было подготовлено в то время. Вот, в том числе, допустим, хартия «Бизнес Кыргызстана против коррупции». Она одобрена многими бизнесменами, ассоциациями и так далее, и открыта для подписания в торгово-промышленной палате. Вот. Ну и четвертый блок – это 2 крупных исследования, которое проводилось различными рабочими группами, где я был где-то руководителем. Поэтому я счел возможным туда включить. Это проект DEZ, Германское общество международного сотрудничества, по созданию центра единого окна во внешней торговле. Ну, для упрощения бизнесу возможностей для торговли, чтобы можно было в одном месте получить все документы, разрешительные и прочее, прочее. Этот институт сейчас функционирует. Я просто отошел немножко, не знаю, насколько эффективно, потому что бюрократия у нас всегда пытается залезть и вставить свои 5 копеек в любое дело. Вот. И еще одно исследование, это исследование по открытому небу, тоже работа из плана работы правительства. Вот. Одно время правительство планировало это сделать, но, как всегда, хорошие идеи, потом тормоз. И пригласили, и мы создали эту работу, провели. Потом внесли изменения через несколько лет в воздушный кодекс, и у нас формально как бы открытое небо существует. Формально сейчас существует, есть, да? Да. Но фактически, я думаю, там не дает этому хода, да. Вот. Если, это специфическая тематика, может быть, широкому зрителю трудно понять, но я могу в 2 словах. Дискуссия же была? 2 слова. Большая, да, дискуссия была. И если на эту тему говорить, открытое небо – это, по сути, возможность открыть, вернее, наши ворота, наши аэропорты для того, чтобы прилетали самолеты других стран без ограничений. Но не то, чтобы без всяких ограничений, а именно без всякого паритета. У нас существует множество договоров с другими государствами, между авиационными властями о паритете полетов. Скажем, мы летаем неделю 10 рейсов и в какую-то страну, и к нам то же самое. Но у нас элементарно нет самолетов. Да. Просто нет самолетов, чтобы обеспечить такую вещь. Из-за этого мы, наши граждане, вынуждены летать через Москву, Дубай, Алматы, и другие города. Хотя было и есть, наверное, сейчас много авиакомпаний, которые хотели бы залетать сюда, оставлять пассажиров, забирать наших. То есть это бы открыло. Промежуточный такой, да? Да. Залетел, взял наших пассажиров, улетел дальше. Вот. Ну, в условиях, когда нет собственных самолетов, мне кажется, в первую очередь, вообще всегда любое экономическое решение
должно ориентироваться на граждан. В конечном итоге, кто бенефициар, да, кто получает выгоду. Когда мы только начали заниматься этим системой, когда только заявили, что у нас будет открытое небо, тогда уже появился большой интерес, и билеты, допустим, цены на билеты начали меняться. Вот пример этого открытого неба, чтобы людям было понятно, это когда, допустим, турецкие авиалинии начали через нас летать в Улан-Батор. Какое-то время такой был рейс. Короткий период, да? Да. К нам залетает, летит дальше в Улан-Батор. Здесь наши люди получают туда возможность летать. Сейчас надо лететь там, через Пекин, Москву. Вот. Казахи начали через нас летать. Это же здорово. Дополнительный рейс в Турцию мы получили, кроме тех, которые были 4-5 рейсов в день. Ну, выгодно. Но, и почему прекратилось? я не знаю, это уже, так сказать, другая история. Может быть, какие-то препоны создали, может быть, мало пассажиров было, я не знаю, ну, всякое бывает. Ну, можем сказать, что это открытое небо, оно было бы выгодно населению, но не выгодно бюрократам. Невыгодно бюрократам, да, потому что начинает работать бизнес, не надо брать там каких-то еще дополнительных разрешений и так далее. Вот. И коррупционерам, которые да. этим заведуют и говорят населению, что... Потому что, смотрите, по сути, хотя везде написано паритет, паритета нету. Вот мы же Турцию, если даже летаем, да. Один самолет, может быть, да, летает, а их сколько летает. То есть, по существу, его все равно нету. Вот. Это один из просто... Ну, можем мы как-нибудь отдельно сделать интервью про это открытое небо, потому что проблема-то, вроде бы ее решили, как у нас всегда делается. Закон приняли, а дальше взять хотя бы про табак, да, вот то же самое, о защите здоровья населения от табакокурения, а все равно все продолжается как раньше. Пока. Но пока вы после учебы в Москве, аспирантуры, начинали ученые в науке, да, работали, а потом перешли. Да, назвать ученым я не берусь, потому что это действительно научных работников много, ученых мало на самом деле. Начинал в науке, у нас был тогда довольно сильный институт экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане. Там 150 человек. Ну, очень интересная была работа, потому что мы занимались созданием так называемых схем развития размещения производительных сил. То есть где, какой завод, фабрику в стране построить, где что выращивать, да, допустим. На основе этих схем потом создавались 5-летние и годовые планы. То есть, если эта идея проходила, скажем, построить какой-то завод в республике, если она проходила, одобрение получала, то мы получали завод. Сейчас, и это было нужно, мы вот сталкиваемся с последствиями того, что такого разделения уже труда нету, как раньше. Теперь наши эти 1-2 миллиона человек вынуждены выезжать на заработки. Да. Вот. Преимущество, я не хочу никаким образом там восхвалять советский период, но тогда было вот такое разделение труда, всесоюзное разделение труда, и, естественно, там, так сказать, тоже понимали, что нам нужны рабочие места. И, соответственно, выделялись ресурсы, строились заводы, фабрики. Сейчас мы получаем результат того, что этого нету. Мы сейчас вынуждены выезжать на заработки в другие страны, терпеть соответствующие лишения и так далее, и так далее. Вот. А так нам нужны собственные производства. Вот просто вот эта вот наша рождаемость, наш уровень жизни и, значит, полувозрастной состав населения должен учитываться. Все это говорит о том, что мы вот пожинаем плоды того, что мы потеряли. Планирование вот это, изучение и планирование. Да. Мы сейчас никто, по-моему, не занимается таким долгосрочным планированием. Наша проблема в том, что мы долгосрочные решения не принимаем, даже, по-моему, не рассматриваем, хотя какие-то программы пишутся, там, одобряются, но на этом и забывается. Вот маленький пример я просто вспомнил. В Москве, например, я там много лет проработал. Несколько институтов было у нас рядом. В одном институте работа начиналась в 8 утра, в другом в 8:30, а рядом в другом в 9:30. Потому что
надо было разгрузить транспорт, метро, и там, чтобы в разное время люди, потому что институты были большие. Да. Это же элементарно, в принципе. А сейчас абсолютно. У нас, Даже кстати, вот у нас, кстати, тоже было одно время. Вот. Хотя вот транспортных потоков вот таких не было, как сейчас. да, Вот. Тоже было. Да, последний, по-моему, 9:30 начинали работать. да. Вот. Было. Ну, Ну, надо хотя разумно бы исходить думали из об того, этом. да, да, исходить надо из того, что диктует жизнь. А потом из науки вы перешли. Ну, я перешел в Госкомитет по экономике, это, значит, который был создан на месте Госплана. Это было связано с тем, что Союз развалился, стало, с одной стороны, не до науки, а с другой стороны, и плановой экономики-то уже не было. И в Госком экономике это поняли, так сказать, они объявили конкурс на создание нового вот этого института, то есть государственные органы, имеется в виду Госкомитет экономики, где уже должны были быть новые функции, новая структура соответствующая. Был объявлен конкурс, я вот каким-то образом выиграл его, вот, и мне там предложили работу. И стал я чиновником. Кстати, я хотел эту книгу назвать «Записки чиновника», потому что я знаю, уважаю труд чиновника. Хотя это, конечно, не все понимают. И мне умные люди подсказали, давай поменяй название, потому что не поймут. Чиновников не любят. Чиновников не любят. Хотя чиновнику надо создать условия тоже для работы. Нормальная, здоровая бюрократия, она же как скелет держит же все. Да. А когда чиновник, вот есть же выражение, если не кормишь свою армию, кормишь чужую. Так вот, если чиновник достойную не обеспечивает жизнь, он найдет, куда залезть. Не все, но и начинается там коррупция, бюрократия и, соответственно, нелюбовь народа. Хотя без чиновников жизнь-то кто-то должен организовывать всю эту жизнь, правильно? Вот. Их так особо не видно, но они же повседневную работу, все эти структуры должны обеспечивать эту работу. Да, кто-то это должен делать. Да. Нравится, не нравится. Потом вы стали министром, и там были некоторые скандалы, да? Что, за что вас сняли, например, с министра? Сняли, я не Там не два сказал. случая было, да? Один, потом через... Да, кстати, эти случаи как раз показывают, что насколько беззащитен чиновник. В один день его решается судьба. Вот. И почему его и надо пожалеть, может быть. Я 12 лет был замминистра в нескольких министерствах, Минэкономики, Минфин. Нас сливали, разливали. Госкоминвест был там, потом статкомитет. В общем, в 6 ведомствах. Я так посчитал, в 6 ведомствах. Вот. А потом был замом. Первый зам, статс-секретарь. Вот. А потом назначили министром, тоже как-то неожиданно. Потом... Экономики и торговли, да? Экономики и торговли, да. Там название столько раз менялось. Сейчас, например, экономики и коммерции называется. Я не знаю, что это означает. Чем отличается коммерция от торговли? Вот. Зато реформы. Почему ушел? Да? Так, знаете, это в начале, наверное, 2007 года. Тогда оппозиция достаточно сильная была. Она выступала за проведение или доведение до конца конституционных реформ. Вот. Бакиев тогда как бы всех перехитрил. Якобы обещал, потом якобы сделал там новый проект Конституции, который обошел острые углы и суть не менял. И тогда оппозиция активизировалась. И вот, наверное, кому-то там пришла идея, предложить им должности. Чтобы утихомирить. Да. И вот нас, чуйских, скажу, я вот вообще не регионалист, не это, но вот закономерно было видно, что чуйских всех увольняют и предлагают наши должности нашим оппозиционерам тогдашним. Да. Вот. Но те ребята отказались, они политики, они понимают, что их тоже могут кинуть. Вот, они отказались, и нас как бы утром сняли, и после обеда вернули на место. Как так? Утром сняли, после обеда вечером вернули? Да, сказали, нет, не было такого решения. Вот. Это прям как сейчас в России нападают на Украину, говорят, нет, мы не напали. Наверное, примерно, хотя там более это спокойно. Там совсем другая история. Принцип-то такой. Да, вот, и
я тогда вот понял, что такое политика. Это когда или ты должен быть серьезным политиком, и там вмешиваться, и воевать, отбиваться, или ты тобой будет играть. Вот. Я политикой не хотел заниматься, не занимаюсь. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вот. И дальше уже работал спокойно, просто потому что надо. Спокойно что значит? Вот вас Зная, уволили, нет, а потом сказали, нет, мы вас не увольняли, да. и потом вы спокойно... Я спокойно в каком смысле? Без таких переживаний. Ага. То есть ты понял, что это не от того, что ты плохо работаешь, или от того, что там не так делаешь, а просто потому, что это вот политика. Политес, я бы сказал по-русски. Вот. Ага. Таким образом. Вот. Но потом все-таки уволили. Потом все-таки уволили. Ну, я сам написал заявление, сказал, нет, я не хочу с вами работать. С вами Пытались, это с кем? ну, Лакиев и команда. А примером был? Примером был, тогда Атамбаев был, да. Вначале Азим Исабеков, а потом Атамбаев. Он очень коротко был, да? Да. Угу. И что тогда произошло? Меня пытались обвинить в росте цен на хлеб, на зерно, муку и, соответственно, на хлеб. Тогда в том году, во второй половине года резко выросли цены, потому что выросли мировые цены на зерно. Наше предложение о снижении пошлин правительство даже не стало рассматривать. Вернее, забюрократило, оно лежало там в правительстве. Вот. И потом пытались обвинить, Минэкономики, хотя мы проект постановления давали, во-первых, о снижении пошлин. Ага. Да. Других рычагов у нас не было, цены не регулируются у нас, и тогда не регулировались. Вот. Это антимонопольный комитет может ездить по базарам, там что-то просить, но реальная экономическая ситуация, она сама диктует. Вот произошел ажиотажный спрос, потом цены снова возвращаются на место, если это был действительно просто ажиотажный спрос, спекуляция, как вот курс прыгает и так далее. Вот. То есть надо было цены регулировать экономическими методами. Таких рычагов, я говорю, у нас, кроме внесения предложений в правительство, не было. Но я не хотел быть козлом отпущения. Я сказал, идите вы, дорогие друзья, я не буду с вами работать, и ушел. Вот, и нисколько не жалею. Честно говоря, на тот момент... Дальше же хуже была ситуация. Я имею в виду политическая ситуация. К чему пришло? Вот, кстати, вчера была годовщина, да? Апрельской революции. К этому государство катилось. Буквально катилось. Оно должно было... Потому что не должно быть волюнтаризма, решения экономических вопросов, да и политических и так далее. И вот таким образом я перестал быть чиновником, стал этим экспертом. Международной организации. Да, меня пригласили сразу две организации, АБР и немецкая организация международного сотрудничества. Я выбрал немцев. Там спокойнее, да? Там спокойнее. Что там хорошо? Там, во-первых, конечно, нет никакой суеты, давления, во-первых, времени, во-вторых, там начальство и так далее. Там спокойно работаешь, есть возможность поразмыслить, почитать, подготовить хороший документ. Я профессионально, вначале говорил, без суеты, да, в свое удовольствие. Да. Но в то же время по целям и задачам поставлены правительством. Потому что доноры, я много лет работал с донорами, они всегда спрашивают, что вам надо, чего вы хотите. Ставишь задачу, они пытаются ее решить. Обеспечить. Там есть время, там есть возможность привлечь экспертов, международных в том числе, и дать какое-то решение. И зарплата выше во много раз. Вот это тоже существенный фактор. Конечно. Хотя, должен сказать, я не из-за этого пошел, потому что надо было где-то продолжать. В Бишкеке, вообще в Кыргызстане много международных организаций, много людей, граждан Кыргызстана, специалистов там работает, потом снова возвращаются. Они же все видят, как там организовано в этих международных организациях. Почему это не могут внедрить в правительственные структуры, такую организацию труда?
Ну, международные организации, они же не принимают оперативных решений. Они не принимают оперативных решений, как я уже говорил, там есть время, есть возможность изучить опыт международный, в том числе и так далее. Да? Не спеша. Вот, да, не спеша. В правительстве такого нет. Там все в спешке всегда делается. Почему? Потому что откладывается долгий ящик, потом вспомнят планы Последний работы, день. уже апрель наступил, бегом значит, делать надо. Вот. Хотя вначале упускается время очень долго. И Очень самое главное, вот опять же, из чиновничьей жизни. Вот 30 лет, 30 правительств, условно, да? Ну, когда что можно сделать? Когда можно заняться какими-то долгосрочными делами? Нет же. Вот. Такая система была выгодна только, я думаю, только президентам. Потому что всегда под рукой есть козлы отпущения под названием правительства, которых в случае там, каких-то политических или экономических неурядиц можно заменить, поставив новых, вселить надежду людям и дальше жить. Да? Вот. Потом опять через год. Свалить всю вину на них? Да. Это удобная, видимо, схема для кого-то, но для населения. Просто вот любой человек, ну что такое быть министром, да? Или даже замминистра, начальником отдела даже. Это же надо опыт, это же надо самому пережить, почувствовать все это, а потом, чтобы подготовить какое-то решение. Вот. А когда люди могут успеть? Я не знаю, когда ты там год работаешь, или когда без базы пришел, без базового образования, без опыта пришел. Да, бывают вундеркинды, бывают прямо умные люди в истории. Мы знаем случаи, когда 20 лет командует армией, да, условно. Да. Вот. Ну, бывают таланты, но большинство, основная масса, это именно благодаря опыту, своему опыту, да, опыту, накопленному там какой-то организации, ведомстве. Благодаря этому принимается нормальное решение. А когда каждый год меняется, и часто люди приходят... Люди просто думают, что этого не было. Вот, как будто вот изобрели что-то новое. Вот пример моего любимого Министерства экономики и финансов. За эти 30 лет его, наверное, 5 раз объединяли, разъединяли. За прошлый год только 2 раза Министерство экономики и финансов объединили, потом разделили. Все подумали, идут реформы. Да? Ну как же, вот структура поменялась. Через полгода опять поменялась, вернулась на старое. Это псевдореформа. На самом деле не важно, как называется министерство, важно, какие у него функции, да? Четкие функции, полномочия, вот, какая ответственность, ну и кадры, разумеется, кадры. Я говорю банальные истины, но что-то не все понимают. Почему. Ну вот даже если самые первые годы взять, когда только-только независимость была обретена, само введение вот этого института президента, когда есть и премьер, и правительство, оно было таким вот специально придуманным, наверное, чтобы вот снять ответственность. И даже Ну, когда вот это, видите, оказалась удобная схема. Да. Удобная оказалась схема. решает один человек, Да. отвечает Другие. совсем другой, и Да. всегда можно этого... Особенно в маленькой стране, где Все на виду. да, все на виду, мало. Вы знаете, я иногда за то, чтобы, допустим, президент работал пусть 20-30 лет, но это, мы знаем, редкие случаи, да, там типа Махатхира, Ли Куан Ю, когда один человек правит долго, но он делает результаты, достигает результатов. Тогда можно закрыть глаза на некоторые демократические принципы, да, что несменяемый, там прочее. Вот. Тогда можно закрыть на это глаза, если жизнь народа улучшается. Ради дела. Да. А так в мире придуманы же вот не случайно 2 срока. 2 срока. Ты должен за 10 лет успеть показать. Вот. Если не успел, не мог, значит, пусть другой идет, управляет, покажет себя. Вот. А у нас этого не было. У нас все время приходилось... Махатхира, да, Мухаммеда, он же сколько лет был премьер-министром, потом ушел, уже возраст, ему сколько, очень много, да, за 90. А когда он ушел, тот, кто вместо него стал премьером, оказался коррупционером. И человек в 90 лет с лишним, он создает новую партию, снова побеждает на выборах, приходит и убирает этого
премьера для того, чтобы снова навести порядок? Это же сколько Ну, надо энергии, Значит, мужества иметь. человек, у него была идея, человек боролся за идею, а не за обогащение, собственно, или Да. благополучие своего. Вот, Тут вот и всё. только для подражания пример. Вот как надо Да. болеть за свою страну и Кстати, вот тот же опыт Южной Кореи. да. Да, попадались на коррупции президенты, да, у них попадались там, в тюрьмы попадали и так далее за коррупцию. Но они и дело делали же. Страна одна из богатейших в мире. А была Да. нищей. Вот. То есть даже, оказывается, при коррупции, да, при определенной мере, можно и развивать. А у нас же только одна страна получается. Только коррупция, а остального Да, ничего да, нет. вот получается так. У нас осталось где-то около 4-5 минут. Сейчас вы президент Ассоциации страховщиков, да? Да, да. Как так получилось? Случайно, наверное, случайно. Встретил на улице по дороге одного товарища, который возглавлял одну страховую компанию. Вот. Поговорили, чем я занимаюсь. Я работал в проекте еще. Вот. Международная организация. Да, Ага. ну, проект там подходил к концу, но все равно там еще год больше было. Вот. Поговорили, и он говорит, вот нам нужен такой человек, президент. Я говорю, не вице-председатель, как в этом 12 стулья, который потом сидеть должен. Говорит, нет. Посмеялись, я вроде бы забыл, а потом вдруг они действительно реально приглашают меня на эту позицию. Вот. Ну, сообщество созрело, страховое сообщество. До этого там были руководители компании поочередно, то есть не освобожденные. Вот. И они созрели к тому, что должен быть освобожденный, независимый человек, который бы отстаивал их интересы. И вот уже 4-5 год, наверное, я этим делом занимаюсь. Вот. Главная работа – это борьба с бюрократией, опять же, поскольку принятые законы в этой сфере не работают. Или работают там на какой-то процент, на какую-то долю процента. Вот. И вокруг этого боремся за то, чтобы законы принятые работали. Ну вот ОСАГО был принят закон. ОСАГО был принят в 2015 году. 7 лет прошло, да? Да. Вот. Последний документ, ну даже не последний, вот он, наверное, еще, потому что время потребуется. Это утверждение тарифа было вот, месяц назад принято постановление. Теперь тарифы утвердили. Остальные все документы вроде бы есть. Сейчас организационная работа идет по внедрению, по реальному внедрению ОСАГО. И мы только на Бога остается, вот как некоторые наши говорят, куда версия ДНД, оно должно заработать. Здесь я должен сказать несколько слов, потому что есть ложное понимание, что такое ОСАГО. Во-первых, ОСАГО существует во всем мире, кроме Кыргызстана. И это был мой главный аргумент, когда я с бюрократами боролся. Я говорил, как же так, весь мир идет не туда, мы идем туда. Или, может, наоборот. Тогда у них не было ответа, и начиналось это движение. ОСАГО существует уже более 90 лет во всем мире. Даже вот у наших соседей, Таджикистан, там, Казахстан, уже более 20 лет существует. Вот. И только мы боялись, да? Вот. Суть ОСАГО не в том, чтобы там обложить налогом водителей, да, автовладельцев, а защитить население. Да. Вот этого многие не понимают. ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности перед третьими лицами. Сейчас что происходит? Задавил, убежал, да? А потом договорились. Не смог убежать, поймали. Ну, кто-то может помочь там пострадавшим, да? Выплатить, не знаю, похоронные или там на лечение, или машину отремонтировать. А кто-то нет, кто-то просто избегает, кто-то не хочет, кто-то не может помочь. А там же в ОСАГО платит страховая компания, а потом уже разбирается, кто виновник. Вот. Если явно виноват, то, пожалуйста, возвращай деньги. Если случайно там аварию совершил, ну, страховая компания выплатила, и все. Вот. На дорогах не будет этих заторов, да, вот что разбираться. Вот страховка, вот моя страховка, 2 страховые компании, разбирайтесь между собой. Вот. Цивилизованные методы решения вот этих спорных вопросов, решения вопросов компенсации пострадавшим. И закон, повторяю, называется «Обязательное страхование автогражданской ответственности» вот, перед третьими лицами.
мы защищаем все население. А те, кто говорит, что это налог, это они защищают, там, якобы защищают вот эти там, ну, миллион человек, да? Миллион Ну, на всех автовладельцев. этих ДТП можно же навариться всем этим. И- Многие сейчас где-то договариваются просто, сейчас Да. это решает вопрос. Кто-то сбегает просто, кто-то признает вину, но помочь не может. Вот был случай, наверное, полгода назад в Аламединском районе, бусик перевернулся, авария была. И бедный водитель потом говорил, что он, да, признает, он виноват, но не может он помочь, там 20 человек пострадало, как каждому. Ну, и выручает государство, как бы получается. А можно же это переложить на страховые компании. Ну, Условно, единый- мы с 1000 человек условно собрали деньги, да? Ну, по 1000 сом, по 2000 сом. И помогли там одному Да, пострадавшему. так получается. Да. Единые правила. И не Конечно. надо там выискивать там, или там вот эти все моменты, да? Да. Мгм. То есть весь мир, по-моему, правильно идет. Нам надо присоединяться туда. А Вот, и тогда Кыргызстан- еще один шаг цивилизации. Да. Еще один шаг Да. цивилизации. Вообще ОСАГО, оно, мы посчитывали, оно убыточно для нас. Вот. Убыточно? Убыточно. В России вот прошлый год или позапрошлый год закончили. Убыточно покрывается за счет других. Но оно обеспечивает массовость. У нас вот 1 300 000 автомобилей. Если вот они все застрахуются, даже половина застрахуется, люди получат компенсацию. Даже страховая компания своих средств будет выплачивать. Но зато этих людей можно как-то уговорить на страхование там, того же автомобиля, да, от кражи или от аварии, Да. или свое жилье застраховать, или здоровье. Вот, одним словом, Ну, порядок. Порядок навести. цивилизованность, порядок. Да. Это не наше изобретение, мы не придумали новый налог там и так далее. Вот это надо четко понимать. Оно Во всем мире работает во делается. всем мире. Да. И цены там совершенно другие. Мгм. У нас время подошло к концу, но, наверное, мы с вами еще сделаем интервью. Давайте отдельно про вот это автострахование, да? Да, это Обязательно можно отдельно, страхование. большая тема. И отдельно про открытое небо, наверное, потому что... Открытое небо, ну, знаете, я уже отстал, наверное, от жизни. Но Посмотрим. все равно, Хорошо, всё да. равно. Надо- Как мне- это мне внедрялось надо- хотя бы, Да, да, как можно. делалось. Мгм. Спасибо большое. У нас в гостях был Савер Молдокулов, экономист, который был министром, председателем счетной палаты и сейчас президент Ассоциации страховщиков. Да? Да. Мгм. Спасибо большое. Спасибо вам. Мгм. До Спасибо. свидания. До свидания.